Регулярные проверки объектов предпринимательской деятельности, помимо прочих служб, проводит и санитарно-эпидемиологическая служба Абхазии. Помимо традиционных финансовых и административных санкций, СЭС может использовать и такие меры, как ограничение, временный запрет и даже прекращение функционирования объектов. Как часто санитарно-эпидемиологическая служба использует это право, о вакцинации и подготовке к курортному сезону поговорим сегодня с главным санитарным врачом Абхазии Людмилой Скорик. Смотрите сегодня в программе, какую работу ведет государственная санитарно-эпидемиологическая служба к началу курортного сезона. Много предпринимателей, которые считают, что санитарная служба не нужна, что они могут работать бесконтрольно. Каковы возможности лаборатории СЭС? Вакцинация, мнение специалистов, почему важно сделать прививку. Все страны мира имеют национальные календари прививок. Вы находитесь на базе, скажем, комплекса государственной санитарно-эпидемиологической службы, которая включает в себя административное здание, которое нуждается в ремонте. И очень бы хотелось, чтобы сюда были переведены, естественно, управление госсанэпидслужбы и территориальная городская санэпидемстанция. Почему? Потому что тогда бы было легче осуществлять и контроль, и работу, и в службе, и заодно в контроле за подведомственными предприятиями города Сухум. Здесь у нас находится лабораторный комплекс, который включает 4 отделения. Это бактериологическое отделение, паразитологическое отделение, санитарно-гигиеническое отделение и вирусологическое отделение. Сейчас временно я располагаюсь, естественно, в лабораторном комплексе. Масштабный ремонт здесь был проведен в 2014 году за счет средств финансовой помощи Российской Федерации. Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Абхазии является подразделением Министерства здравоохранения и в настоящее время включает в себя 7 территориальных санэпидемстанций по республике. Значит, это подведомственные подразделения, которые непосредственно на территории данных районов осуществляют контроль, мониторинг, дают предложения, предписания соответствующим структурам именно этих городов и районов, чтобы у нас не было нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, скажем так, в республике. Что помимо проверок объектов предпринимательской деятельности входит в обязанности службы? В общем, все вопросы и все, скажем так, моменты, которые связаны с жизнедеятельностью человека, жизнеобеспечением нашего населения, входят в контроль или, вернее, в обязанности санитарных служб. Государственная санэпидемслужба проводит ежегодные плановые проверки объектов, оказывающих услуги населению. Но в случае, если зафиксированы нарушения и есть обращение граждан, СЭС может осуществить дополнительное обследование. Так, в 2016 году, когда в Абхазии в родильном доме и детской республиканской больнице погибло несколько детей, были подозрения, что виной всему инфекция, вызванная синегнойной палочкой. Тогда санэпидемслужба провела внеплановую проверку на этом объекте. Кроме того, СЭС может осуществлять мониторинг вместе с другими проверяющими структурами объектов предпринимательской деятельности. Мы проводим такие комплексные проверки с соответствующими, скажем так, контролирующими учреждениями другими республики. Вот недавно мы проводили совместную проверку с представителями Генеральной прокуратуры по оптовым торговым точкам, скажем так. Почему? Потому что контроль за постоянными объектами городскими, там, например, за точками общепита или за магазинами какими-то, да, он ведется постоянно. А вот такие оптовые базы, они из-под контроля иногда выпадают. Часто ли нарушения бывают? Очень часто нарушения. Почему? Потому что особенно тогда,
И у тех объектов, которые выпали из постоянного контроля, естественно, люди расслабляются. Очень часто на прилавки магазинов попадают просроченные продукты питания. По срокам годности, особенно молочно-кислую продукцию. Ведь туда же добавляется специальная закваска, в любой молочно-кислый продукт добавляется специальная закваска. Так вот, она в соответствии с этим сроком годности, она безопасна для потребления. Потом, в зависимости от того, как осуществлялось хранение, при каких термических условиях, при каких там, какой срок, уже возникает угроза для здоровья. То есть эти молочно-кислые бактерии, которыми заквашивался данный продукт, начинают развиваться в большем объеме, в большем качестве, и получается уже и страдает и органолептические свойства этого продукта, и плюс и бактериальная флора, которая уже, например, у ослабленных людей с ослабленным здоровьем может вызвать какие-то заболевания. Лабораторный комплекс Государственной санэпидемслужбы включает в себя несколько отделений: бактериологическое, молекулярно-диагностическое, паразитологическое, санитарно-химическое и лаборатория физфакторов. Новейшее оборудование позволяет обеспечить высокую точность и достоверность результатов исследований. На сегодняшний момент единственная лаборатория, которая полностью обеспечена всем необходимым, и, естественно, достаточно мощный у нас, скажем, штат специалистов. Ну, на территории Абхазии она у нас пока одна. Вот в таком объеме, в таком плане подготовки и тех обследований, которые мы здесь ведем. Ну и, значит, как вы видите, она полностью оборудована по всем санитарным нормам и правилам. Вот, полностью... Вот весь этаж занимает одна лаборатория практически. Да. Это наша бактериологическая лаборатория, где осуществляется и контроль за населением, и контроль за лечебными учреждениями, и контроль за питьевой и морской воды по бактериологическим показателям. Именно мы сейчас находимся именно в бактериологическом отделении. Питьевая вода у нас обязательно подвергается хлорированию. Почему? Потому что сети не всегда у нас идеальные, скажем так. Особенно, когда у нас происходит отключение воды, идет подсос, загрязнение питьевой воды. Конечно, само качество питьевой воды Абхазии идеальное. Скажем так, мы даже ухудшаем качество, органолептику питьевой воды абхазской. Но, увы, чтобы не было инфекционной заболеваемости, нам приходится хлорировать воду. Вот. Так вот, именно в этой лаборатории осуществляется мониторинг или контроль питьевой воды по остаточному хлору. Еженедельно мне на стол вот такие вот протоколы исследований подаются, где я четко могу сказать, где у нас вода, скажем так, может быть уязвима по инфекционным каким-то микроорганизмам, да? А где она достаточно чиста и никаких там загрязнений именно бактериальной флоры не будет. В случае, если, не дай бог, сильно загрязненная вода в каком-то районе, вы имеете право остановить подачу воды? Естественно, это обязательный такой вопрос, и мы еще и населению даем как бы рекомендацию, что как только были отключения в их районе воды, то нужно какой-то период времени, естественно, воду из крана спустить. С посевом анализом, да, поступает в термостат, и здесь происходит уже термостатирование этого анализа, рост колоний. Вот если здесь произошел рост колоний, значит данный анализ положителен, да, если выразиться профессиональным языком. Да. Значит, вот это как раз рост колоний.
бактериальной инфекцией. Потом бактериологи, врачи-бактериологи проводят пересев и четко уже определяют, что это за микроорганизм. Я знаю, что у вас вот есть такой небольшой свой музей. Что здесь это представлено? наш музей паразитологического отделения. Здесь находятся наши, скажем так, человеческие паразиты. Естественно, с помощью санпросветработы в показательном варианте может вот воочию убедить наше население приходить, сдавать анализы, обследоваться. И вот при выделении каких-то таких вот инфекций, ну это не инфекции, инвазий, да, инвазий у нашего населения назначает лечение. В настоящее время в Государственной санитарно-эпидемиологической службе трудятся 49 человек. В территориальных станциях работают штатные сотрудники администрации городов и районов. Я поставила сейчас Кабинет министров наш в известность и Министерство здравоохранения Республики Абхазия для того, чтобы собрать всю службу воедино с непосредственным подчинением Госсанэпидслужбе, чтобы мои главные санитарные врачи территории районов не подчинялись главам администрации. Ведь они находятся в штате, у них, и, естественно, находятся на бюджете, на финансировании. Наши главы администрации, они считают, что санэпидемстанция контролирующий орган, поэтому они как бы могут подождать, могут быть отодвинуты на задний план. И поэтому происходит недофинансирование службы. Не во всех санэпидемстанциях есть транспорт, не во всех санэпидемстанциях есть достаточный штатный состав. Почему? Потому что, естественно, профессионалы уходят, очень маленькие зарплаты. Я знаю, что санэпидемслужба еще и контролирует вопросы вакцинации. Многие сейчас высказываются против прививок, отказываются вообще делать детям прививки. Как вы к этому относитесь и почему важно делать прививки? Я немножко расскажу больше. В наши функциональные обязанности входит контроль за инфекционной заболеваемостью по республике. В том числе и за управляемыми инфекциями, к которым относятся вот именно детские инфекции, которые могут управляться, скажем так, да, управляться именно. Их не будет возникать, если наше население правильно и грамотно будет относиться к прививочной работе, то есть к вакцинации своих детей, себя, в том числе своих там близких, пожилых людей и так далее. Ведь эти инфекционные заболевания, которые входят в группу риска, которые могут вызвать эпидемии, такие как грипп, например, да, могут быть остановлены на моменте прививки. Сейчас мы находимся перед городской детской поликлиникой, учреждением, которое занимается этой работой, то есть осуществляет вакцинацию деток и имеет в настоящее время самый большой охват детского населения прививочной работой. Большинство болезней стали историей благодаря прививкам. Так человечество победило оспу. Инфекционное заболевание, атакующее нервную систему, полиомиелит, в середине 20 века приобрело характер эпидемии в Европе и Северной Америке, но уже к 1960 году болезнь была фактически ликвидирована благодаря прививкам. Большинство тяжелых инфекций, таких как оспа, полиомиелит, столбняк, свинка, коклюш, имеют серьезные осложнения, вплоть до смертельного исхода. В настоящее время вспышки таких инфекций не наблюдаются благодаря вакцинации, и прививки от этих заболеваний входят в перечень обязательных в республике. Прививка рассчитана именно на тот возраст, когда она самая безопасная, лучше всего вырабатывает иммунитет, защитные силы ребенка, так как потом, в более старшем возрасте, он начнет посещать детские сады, школы, когда у него должен быть выработан полный защитный комплекс в организме против данных инфекций.
Многие сейчас считают, что родители, я имею в виду, что прививка может навредить ребенку, привести к каким-то отклонениям в развитии. Ввиду того, что сейчас медицина шагнула на такой этап развития, когда вакцины делаются на столь современном таком уровне, и такими производителями вакцин, особенно те вакцины, которые получает Республика Абхазия, это производители, себя зарекомендовавшие по всему миру. Мы получаем вакцины под эгидой Всемирной организации здравоохранения. Это вакцины, которые проходят очень серьезный контроль, и поэтому практически никаких противопоказаний к вакцинации они не имеют. В наши функциональные обязанности входит контроль за их транспортировкой, сохранностью и непосредственно за хранением уже в прививочных кабинетах. Все остальные манипуляции осуществляют сотрудники медицинских подразделений Республики Абхазия. Вообще во многих странах прививки не делают в обязательном порядке, и они оставляют право делать прививку или нет за родителем. У нас тоже многие сейчас даже в письменном виде отказываются делать ребенку. Все страны мира имеют национальные календари прививок. Это обязательный набор прививок, которые должны быть сделаны обязательно. Есть прививки, которые рекомендованы сделать в той или иной стране, они, конечно, различны. Почему? Потому что вся инфекционная заболеваемость страны, скажем так, да, она находится под контролем того или иного руководства государства, да, и определяется уже, какая, например, необходимость в той или иной прививке или вакцине на данной территории, это уже самим государством. Перед началом курортного сезона Государственная санитарно-эпидемиологическая служба работает в усиленном режиме. Задача – проверить готовность объектов к приему туристов. Людмила Вильбертовна, подготовка к курортному сезону как идет? Значит, подготовка к курортному сезону идет полным ходом. Правда, наши, скажем так, объекты раскачиваются, как всегда, очень тяжело и трудно. Все надеются, что за май месяц все успеют. Хотя наши службы, естественно, уже вышли и с проверками обошли очень много. Во всяком случае, все объекты размещения прошли, проконтролировали, как они готовы, дали соответствующие свои предписания, предложения к устранению. Прошли все объекты общественного питания, которые находятся скажем так, в зоне посещения наших курортников. Это по набережной объекты, это центральные рынки прошли, проконтролировали. Точно так же дали предложения к устранению, что нужно будет исправить, улучшить. А есть ли объекты, которые не прошли проверку? Очень много таких объектов, которые считают, что они как бы не будут работать в этот сезон. А те, которые не прошли проверку по причине того, что не соблюдают нормы? На руководителей этих объектов написаны соответствующие предписания. Есть даже объекты, руководители которым оставлены, значит, предписания о закрытии, о прекращении функционирования. Ну, как они будут исполнены, это, естественно, уже покажет дальнейшая наша проверка. Какими санкциями может воспользоваться санитарно-эпидемиологическая служба? Ну, главный государственный санитарный врач территории, города, района может наложить штрафные санкции в соответствии с законодательством Республики Абхазия, может написать предписание. Исполнение данных административных, скажем, наказаний обязательно для любого предпринимателя. А если вернуться к подготовке к курортному сезону, я знаю, что проверки могут осуществляться регулярные, в смысле, раз в год.
А если мы говорим о курортных объектах, о объектах общественного питания и так далее, достаточно ли этого количества? Скажем так, мы осуществляем внеплановые проверки. И, естественно, те объекты, на которых замечены нарушения какие-то, они будут обязательно обследоваться вторично для того, чтобы четко посмотреть, выполнены те наши предложения, которые мы им рекомендовали к устранению, или не выполнены. И, естественно, будут ставиться соответствующие структуры в дальнейшем, чтобы к данному предпринимателю уже более серьезные меры были предприняты. Значит, еще о курортном сезоне. Значит, в этом году я бы хотела об этом озвучить. Все побережье нашей республики будет обследоваться, скажем так, морская вода на наличие холерного вибриона. То есть мониторинг будет осуществляться на 2 базовых лабораториях. Это в Гудаутской санэпидемстанции. Вот сейчас она готовится к запуску, и в летний сезон она будет работать в полном объеме. И на базе Республиканской санитарно-бактериологической лаборатории. Людмила Вильбертовна, наша программа подходит к концу, и традиционный блиц. Хотелось бы узнать, что самое главное в вашей работе? Самое главное – это благополучие и безопасность проживающего нашего населения в Республике Абхазия. А какие требования у вас к сотрудникам, к коллективу? Требование, чтобы все, кто работает у меня в службе, естественно, относились к своей работе с профессиональной точки зрения. Это планомерная, постоянная работа, от которой потом будет зависеть, будет ли вообще существовать эта страна, эта республика и эти люди. А есть ли то, чем вы гордитесь, я имею в виду в работе? В настоящий период времени полностью проходит контроль питьевой воды в Республике Абхазия. Вот сейчас будет открываться при Гудаутской санэпидемстанции новая лаборатория. Мы можем гордиться тем, что наша работа приносит результаты. А в 2018 году какие цели вы перед собой поставили? Ну, цели у меня, как всегда, самые глобальные. Я хочу, чтобы у нас вообще не наблюдалось никаких инфекционных заболеваний в республике. Ну, естественно, не все в моей, скажем так, компетенции. Спасибо вам большое, успехов в вашей работе. Спасибо большое.